В Югосинском госуниверситете широко отметили Всемирный день поэзии. Главной темой круглого стола стала фронтовая поэзия, война и подвиг человека в военной прозе и лирике. Собравшихся поприветствовала президент Ассоциации преподавателей русского языка и литературы Залина Тедеева. В день всемирной поэзии мы будем говорить о военной поэзии. Той поэзии, которая сложилась в годы войны и которая внесла большую лепту в победу, в приближение победы. Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в творчестве поэтов. До последнего дня войны не умолкали голоса стихотворцев. Как отметила профессор кафедры русского языка Наталья Гасиева, поэты не только словом, но и примером своей жизни воспитывали в советских людях чувство патриотизма. Произведения эти звали, конечно, к мужеству и стойкости, будили ненависть к врагу, были проникнуты верой в победу. Живое, страстное слово фронтовых журналистов и писателей помогало выстоять и победить врага. И сегодня мы с вами на нашем круглом столе имеем возможность на конкретных примерах из советской литературы, русской и осетинской литературы. Они действительно верили в силу слова, когда буквально к штыку приравнивали перо. В рамках круглого стола студенты познакомили собравшихся с творчеством российских и осетинских поэтов-фронтовиков. Сегодня я хочу рассказать вам одно из его стихотворений, которое он написал именно на фронте, когда он служил. Земли потрескавшаяся корка, война, далекие года. Мой друг мне крикнул: «Есть махорка!» А я ему: «Иди сюда!» И мы стояли у кювета, благословляя свой привал. И он уже достал газету, а я махорку доставал. Докладчики подробно остановились на биографии и фронтовых произведениях выдающихся осетинских поэтов. Героизм и жертвенность, проявленные на фронте, впоследствии отражались в сборниках стихотворений юго-осетинских поэтов. В этом деле отличился и выдающийся ученый, поэт Нафиджу Сойте. Стихи, написанные им во время войны и после войны, вошли в его первый поэтический сборник «Сердце солдата». Это целая поэма во славу воина Красной Армии. Для Нафи он носитель мира. Поэт горд, что среди красноармейцев солдаты осетины. Нафи в своей военной лирике передает всю жестокую правду войны. Героический пафос в его военной лирике имеет национально-нравственный оттенок. На первом месте образ солдата осетина. В числе выдающихся осетинских поэтов Коста Маргиев. Он всю жизнь посвятил служению своему отечеству, был активным участником Великой Отечественной войны, с честью и достоинством исполнил свой долг перед Родиной. Коста Маргиев на фронте в минуты затишья, в перерывах между боями писал стихи, выражая в них чувства, навеянные болью и горем, которые несла людям война. Началась Великая Отечественная война, и Коста Маргиева призвали в ряды Красной Армии. С декабря 1942 года по май 1945 года он был в действующей армии и внес посильную лепту в разгром фашизма. К мероприятию был подготовлен видеоматериал, где были собраны фотографии российских и юго-осетинских поэтов. Видеоряд сопровождался известными фронтовыми песнями. Агунда Губозова, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня.